Огыр-бугыр программайын тит отмацкоди. Дайвінг Марсо Сиче, Віраломи. Тодмацкон серегами дайвінгя інструктор Роман Саничев. Нож собере демен бжецкому вулину яны. Ми кускишком. Огыр-бугыр. Андрей, кышеке малаш мына потен ючкеме маротын вулын. Кыче турын йос, чорык йос, ола монстр йос узнавань. Чорык йос, турын йос, монстр йос. Мамаши, мынам уянын кет разряда. И сейчас Монали Зимике возьма то Мартин отын Вань Мару буде и кино ну я. Сейчас. Там помен потида мара. Сейчас возьма, слушай, техника. Вулы дышникуе, нырыш. Сейчас. Ну, Марка, тынтынат. Турын йос. Все. Уже дыши, вулы. Сейчас кошком. Не вырывал. Тани, не минут не вел. Одик, тани, песок. Все. Бентон кать воеса мылыса номер за утшекты. Стопана мукета малвань. Ничего, мал. Али то дом. Так, сейчас нам нужно будет подобрать оборудование. Валадинідир тунне программами дайвінг лисіжеми. Ношас волази спортлещ та аспартемно туш тунцековудесе дун'ялози Маша Ємельяновано, Андрій Клабуков. Компенсатор. Дайвінг тунцекокіно та залитпонна кишкит спорт. Інструктор тек вуле зимолини у сперми. Маудно дишти. Сойник нырыш валыч, то диш валач адемьенчош, бырьишко мыдишкут. Роман Санычев, дайвинге инструктор, уян я нерчи, спорт я мастер кандидат, дайвинген витярлышу нотунсакешке. Так, нам потребуется жилет-компенсатор. Они есть разных размеров, сейчас мы их подберем. Также у нас есть регулятор. То есть это вот такой страшный паук со шлангами. Он подсоединяется к баллону и по сути является редуктором давления. То есть у нас в баллоне может быть давление 300 атмосфер. Тут у нас на регуляторе первая ступень, она понижает давление до промежуточного, то есть там 8-10 атмосфер. И вторая ступень, с которой мы уже дышим. То есть регулятор у нас находится вот так вот сзади. Все, что у нас отвечает за дыхание, справа. Мы дышим вот из второй ступени. То есть это первая ступень, вторая ступень. Та бере костюм, татын розпрос бричко nolozni. Тежит вун вяку, дишано вуес початиштемзе. Шунит вун зимолини, вуес початищесыз, вакчиса зуюсыныз яралозы. Вот Маша мы дадим, наверное, костюм 7 мм, она точно не Розовый. Тебе костюмчик. Цвет сын вообще. Не, просто вообще тупо. Вот Чебер. такого типа шарки, короткий костюмчик подойдет. А мы шорти пучкай. Подъесыпем мозы. Подъесыпем мозами, да. У меня тут ноги не замерзнут, если долго плавать. Нет, не замерзнет. Нет? Бассейн, О, вода теплая. хорошо. Это на открытой воде используют боты или носки неопреновые, также шлем. Все, сейчас можем отправляться в бассейн, там переоденемся. Так, вот мы в бассейне.
Маша, женская раздевалка там, Андрей здесь, мужская раздевалка. Чотаноке дайверлен вань дишкуттерлыкес 40 килограмм палакыске. Костюм йос неопренлешлештемын. Басма капчи но котмеке шектала ешеришкейк. Сейчас мы приступим к сбору снаряжения. Значит, показываю. Сначала нужно присоединить баллон к жилету. Здесь на жилете есть специальная спинка, баллонный ремень, который нужно перед этим сначала намочить, потому что он в воде растянется и баллон может выпасть. То есть сначала мочим ремень. Теперь мы готовы открыть баллон. Значит, манометр держим от себя, на всякий случай открываем баллон. Открыли, нигде ничего не шипит. Смотрим, вот у нас здесь 140 атмосфер. Ну, нам сегодня хватит для занятий. Проверяем жилет. Он надувается. Ого, это подниматься так? Нет, это регулировать плавучесть. Ага. Вот. И потом мы должны обязательно убедиться, что у нас там чистый воздух, что из него можно подышать. Дайвингын физикалеш кат йоссе йырын вожано. Бишашком машавылы кор тарбир йосты. Кот кудис 40 килограмм. Чем больше костюм, чем толще неопрен, тем больше у нас объем. А из школьного курса физики все помнят закон Архимеда. Чем больше тело выталкивает воды, тем больше у него плавучесть. Поэтому, чтобы погрузиться, нам нужно вот эту плавучесть скомпенсировать. Дайвинг — это своего рода жажда исследования, то есть увидеть то, чего еще не видел. Жаков Кусто в свое время, будучи подводным охотником, ему все время хотелось посмотреть, вернее, продлить нахождение под водой. Поэтому они в 1943 году с Эмилем Ганьяном, с его другом-инженером, придумали вот как раз систему, которую назвали акваланг. И с тех пор как бы появился вот такой дайвинг. И где-то после 70-х годов он стал более распространен. И то есть обычный человек может сейчас вполне попробовать заняться дайвингом. Это, скажем, не дороже, чем заниматься сноубордом или, не знаю, охотой. Ну, ми та передач, тяль Маша. А вели ми ром вуэ. Андрей вожма жит. Вуэ зымонажин эшо конеке валектон йос чаклан йос эш йос саклуэ. Золотое правило дайвинга — никогда не задерживать дыхание. Воздухом дышим под давлением и на большой глубине, то есть там вторая ступень подает воздух под давлением окружающей среды. Если мы вдохнем, задержим дыхание, начнем всплывать, начнет действовать закон Бойля-Мариотта, который гласит, что объем воздуха обратно пропорционален давлению. То есть чем больше давления, тем меньший объем занимает воздух. Мы начинаем всплывать, и воздух начинает расширяться. Поэтому мы сделали вдох, убрали и выпускаем воздух такими пузырьками до себя. Вставили обратно, очистили. И второй способ опять также убрали, вставили и нажали кнопку. Дайвер яспонна эшо дгес валтишес огогенит кусып вожон. Кылшарыш вуш потембере масказы зымылыш чурты язошыны яке йырмышказ беркныкуле. Сопе вожмате вань музумой шуца. Под водой дайверы пользуются жестами. Основной жест, если я спрашиваю там окей, дайвер должен ответить: да, у меня все окей. Если я спрашиваю окей, а у тебя что-то нехорошо, ты показываешь: проблема, не могу продуться, проблема с маской. И это всплываем, это погружаемся, это также направление движения. Паймымон кать, но ишкарын дайвинг роспросачинске. Вайн шайрамы дайвингия эль конфедерация. Дышето тын зарыжьё сынно, шурьё сынно, пещера сынно уяны. Ми татна лекулыштым, пичак
Нам ымук жадис тинтайзы тани кутны. Тида тани вище пичак. И белеп вупры. Від заняття орчембере ескером мавань шурпыцын. Удмуртич дайвериос уяны дышецко селычка теметын, татын пе туж гесночил кытву. Так, готовы? Ага. Дайвинг — это как любая система саморазвития. То есть человек сначала приходит просто там рыбок посмотреть, потом ему хочется куда-то глубже нырнуть, посмотреть какие-то, допустим, исторические места. Ну, в смысле, это называются реки, это затонувшие корабли и так далее. То есть он начинает дальше изучать. И, конечно, это все идет через преодоление. Дайвинг — это своего рода жажда исследования, то есть увидеть то, чего еще не видел. Айда кашкем, кабре. А? Вот мы не пойдет она? Ну ладно. Ишке. Сейчас вот ты драконы свое. Соуса лікошкізи на школу буян кешоно, нам сперми вулин шокаме, тельо смеше демуж дугди, сайники монта чикльос остувжмани. Ужало дайвериос МЧСыш анерчосымно, юртуадя мёсты, котыр тырлык ёсты учаны, шур дымет ёсты сужало. Ушки Маша. Мама тут потты. Танет на дракончике. Утица. Вот он состав сказ. О, памятка лос. Вот он у нас. Шек не будет песок, водоросли. Собре. О, кача. Камень ёс. Да, те устрица, смотри. Чорга стадіда. Чорги стоей. Соснеля мыскачказыдыр. Трос мадизна онды машылы вул суредиос шереш. Но жикино машалан жожомем тусыс валек. Уго лель малпанес. Ащин мны заджины. Маротын вулын ожика сбыдесмы.